позиции по этому году. Последние вот крупные предприятия открытые, они внесли ведь свой вклад в это? Вот завод алюминиевых радиаторов, швейная фабрика. Они пока внесли вклад только в то, что мы можем сегодня говорить, что эти предприятия есть, что товары производятся, что товары реализуются. Но хвастаться о таких крупных поступлениях в бюджет налоговых доходов, ну, пока еще рано. Почему? Потому что каждый там мало-мальски понимающий в сфере там, предпринимательства поймет, о чем я говорю. Есть понятие как оборотное средство, есть понятие раскрутка товаров, товаропроизводства, есть понятие выход на рынок, им надо реализация, и есть понятие закрепления. И вообще таким предприятиям там даются определенные преференции на первые годы для того, чтобы они уже устойчиво стали на ноги. И только после этого можно говорить о поступлении в бюджет. Но, тем не менее, эти предприятия, все, которые сегодня работают, они худо-бедно какие-то деньги нам уже поставляют в бюджет, и с каждым годом это будет наращиваться. Единственное, что я дал поручение правительству, Министерству экономики, нарисовать вот этот график поступления средств в бюджет республики, чтобы мы каждый год видели, по каждому году видели, насколько больше будет объем поступающих средств собственного дохода республики. Я так понимаю, завод «Филаментный хлам» тоже сейчас скоро официально вступит, его Ростех под себя забирает? Да, я доложил об этом тоже Владимиру Путину. Сергей Викторович Чемезов дал поручение уже давно, его команда там работает, и мы по тому плану оздоровления этого предприятия, почему? Потому что когда мы его планировали передать под эгидой Ростех, у них свои требования. Почему? Потому что это целый холдинг, и корпорация Шваба, она уже там, специалисты там уже давно работают, и многое там переделали именно под них. И у нас по плану стоит это начало середины декабря. То есть торжественная передача. Я думаю, что уже в следующем году наш завод «Энергосберегающий хлам», которым, кстати, заинтересовались и арабские инвесторы, предприниматели, этот завод может уже в следующем году хорошо заработать. Сельское хозяйство нас в этом году радовало? Да, радовало. И многое мы успели сделать. Но опять же я скажу, что мы пока не вышли на уровень хотя бы там среднего показателя наших возможностей. Хотя у нас рост идет по индексу, по всем направлениям, но тем не менее... Ресурсы есть. Я уверен, что министру сельского хозяйства надо поднапрячься, надо с командой поработать, надо поработать с плановостью. Почему? Потому что меня совершенно не устраивает обычные цифры, когда подходишь там или там представитель АКОРы, крестьянского фермерского хозяйственника, или там директор ГУПа, тем более, когда он говорит про какие-то цифры, но при этом про план ничего не знает. В чем у нас и проблема сегодня, когда каждый директор ГУПа, он пытается нарисовать какую-то схему, как он помогает каким-то бедным там, или там каким-то этим. Хотя любая прибыль этого предприятия должна делиться на 4 части. Первая часть – это план государства, умри, но выполни его. Вторая часть – это та часть, которая обеспечит зарплату рабочим, которые работают на этом предприятии. И третья часть – это совершенствование техники, модернизация, там еще закупка, там, обновление. И плюс семена, удобрения, то есть подготовка к следующему сезону. И четвертая часть – это уже как раз та часть, которую можно, как оставшуюся, раздавать, как директор ГУПа обычно пытается сказать, там, бедным, нищим и так далее. Почему-то наши директора ГУПов, они иногда путают религиозную составляющую частника, человека, там, предпринимателя, человека, который занимается там, индивидуальным предпринимательством или там, бизнесом, путают с ним. И пытается вот религиозную часть процента государственного имущества бедным раздавать. И очень сложно ему в голову это вложить. А для этого министр, конечно, очень жестко должен в этом направлении работать, в том числе и под замены некоторых руководителей. Но тем не менее, я скажу, что сегодня агропромышленный комплекс, он мотивированно работает, идет в рост, но вот эти темпы роста меня, например, как главу республики не устраивает. Потому что я не согласен, почему-то в этом году, потому что я проверял, не согласен с той урожайностью, которая происходит на гектаре земли. Да. Потому что и по зерну, и по злаковым, и по овощам. Если мы в этом году, да, по картофелю вышли у одного там человека там, на хороший результат, то у других там очень низкий результат. То есть провалы, они такие довольно существенные. И по зерну, по злаковым в том числе. Потому что если частник работает почему-то у него
Злакова выходит там и 40, и 50, и 60 тонн из центра, да. Отлично вообще. А когда 60 центнеров из гектара, а когда ГУП работает, почему-то у него выходит там 22, 23, 24. Это не А устраивает. поля-то рядом. А поля рядом, и у ГУПа иногда поля даже лучше. И здесь вопрос. Или обманывают, или же не дорабатывают. Вот здесь, конечно, министр знает об этом, вице-премьер знает об этом, конечно, они должны в этом плане поработать. Но самое главное, еще раз повторяю, я буду утверждать там до середины декабря план на следующий год по развитию агропромышленного сектора. И я там буду слушать каждого директора ГУПа, каждого там главу района, каждого там представителя крупного крестьянского хозяйственника. И вот эта плановость, я ее должен увидеть. Какой план? И не только у ГУПов, но и в системе Акори. Почему? Потому что если мы производим томатов больше, чем надо, и продолжаем это делать, это неправильно. При этом, ну, к примеру, огурцов не хватает. Значит, надо перераспределять вот эти задачи. И в этом сфере тогда и помощь существенно оказывает. Плюс еще одним из таких, ну, не провальных, а не совсем еще завершенных мероприятий у министра сельского хозяйства, в целом министерства, это, конечно, то, что у них отсутствует отчет по оказанным субсидиям, по вложенным деньгам. Ага. Если мы оказываем помощь там, на какую-то сумму денег, то мы должны получить результат. Товар должны получить. Если вы не получили, значит, обоснование, форс-мажор, или засуха, или там саранча, или что-то такое должно быть. А когда просто деньги дали, а потом на выходе мы ничего не видим, то есть тот, кто получил деньги, показал нулевой там, или какой-то такой незначительный результат. И тот, кто не получил деньги, показал результат, а еще даже иногда еще лучше показал результат, чем тот, кто получил деньги. Но здесь, конечно, это работа в том числе и работа прокуратуры в том числе. Да. Поэтому вот здесь мы очень серьезно проговорили вопросы. Я думаю, что в этом году мы подготовим хороший план, и в следующий год у нас будет еще лучше.